Сегодня я приехал с визитом в штаб Татар Москвы с Республики Татарстан. Я и занимаюсь национальным прогрессом татар и тюркских народов в Закамской территориальной зоне Татарстана. И решили сделать такую обширную тему, затронуть как квадроберы. Что это за тема, откуда она появилась, кто, так скажем, подсыпал эту тему в наши ряды, в ряды Российской Федерации, нашего общества. И мы сошлись с нашей молодежью в городе Нижегамске, Закамской зоны, также с московской молодежью, что это все-таки происки западных спецслужб, западных дипломатов, которые пытаются вклинить вкол в наше общество и расколоть его. То есть, если мы даже посмотрим по религиозным, по духовным ценностям, это взять и ислам, православие, христианство, да, такого, как квадроберы, такое перевоплощение в чужое тело, такого нельзя. Такого нету даже, можно сказать. То есть, Бог, Аллах Тааля, нам дал разум, дал нам ноги, дал нам руки. Не для того, чтобы мы превращались в животные, не для того, чтобы мы как-то бегали, кусали друг друга, да? Для того, чтобы мы развивались, вели какую-то разумную деятельность и развивались с каждым днем. И то, что сейчас происходит, вот эти квадроберы, так называемые, это неприемлемо для любого общества. И мы как-то должны, так скажем, бороться с этим, делать так, чтобы их не было в наших рядах или становилось как можно меньше. Для чего? Для того, чтобы общество наше развивалось, потому что, смотря на этих других квадроберов, да, нормальные люди могут также повестись, то есть у нас есть люди, так скажем, ведомые, да, в обществе, а есть люди, которые ведущие. И вот эти квадроберы, они могут повести за собой ведущих людей, которые ведутся за вот этим квадробером. О, это классно. О, вот они так делают. Дайте я тоже так же попробую. И вот это главная наша проблема. Мы должны с этой проблемой как раз и бороться. То есть в обществе делать так, чтобы представители этой субкультуры, так скажем, да, квадроберов стало все меньше и меньше. И даже, дай Бог, дай Аллах Тааля, да, чтобы ее вообще не было. Мы знаем по истории Татарстана, по истории татар, для артистов, для певцов раньше выделялись отдельные кладбища. Для чего? Артисты, певцы, они крали человеческие души. Из-за этого как бы им запрещалось по поверью, да, упокоиться на одном кладбище с обычными людьми. И то же самое квадроберы, они как бы крадут свои души и перевоплощают их в животных, то есть одеваясь в собак, кошек и бегают. И вот это мы должны понимать, что вот такие квадроберов, их не должно быть, чтобы вот так вот нам не приходилось создавать, так скажем, другие отдельные кладбища. Что нам нужно сделать, чтобы, как скажем, этих квадроберов стало меньше? Мы должны вести работу. Работу в школах, в университетах, институтах, даже, хотел бы сказать, в детских садах, так как даже в маленьких группах, где детям по 7-6 лет, есть такая субкультура, скажем, как квадроберы. А самое лучшее, если мы будем заниматься этим обществом, всем обществом. То есть вот в татарском слове есть слово «мухит» – общество. Вот если это общество начнет бороться с этим, да, будет как-то мягко объяснять что этой субкультуре, что это неправильно, что даже если смотреть по не только религиозным, да, канунам, но и обычным социальным, общественным мнением, это неправильно, это не является хорошим. То есть мы даже мягко, не жестко, мягко показывать на примере, что эта субкультура не является хорошей, точнее. То есть, чтобы она как бы исчезла вообще с наших рядов. А западная пропаганда пытается и будет пытаться все это время делать так, чтобы этой субкультуры стало больше, чтобы люди, которые занимаются квадроберством, их становится все больше, больше, больше. Для чего? Для того, чтобы, еще раз повторюсь, расколоть, вклинить, так скажем, да, в ряды нашего общества дыры, чтобы общество наше раскололось. А мы не должны, чтобы у нас такое случилось. Мы должны как раз и общество наше сдерживать. То есть сейчас идет у нас специальная военная операция, да, мы видим. То есть вот в это непростое время для нашей России мы должны сохранить, так скажем, вот это все. Мухит общества должно быть целое и непоколебимое.